Меня зовут Лилия Гальмуллин, я основатель бренда Люси. Наш бренд был основан, наверное, в 2022 году. Да. Изначально я задумывала бренд, не задумывала бренд как татарский, но мне очень хотелось вот какой-то иной взгляд, конструктивизм вот этот вот задать. Так как я была стилист, да, мне казалось, что на рынке не представлен вот этот иной немножечко взгляд в Казани, да, на одежду. Вот, мне хотелось создать что-то иное. И получается, вот я вначале создала, и уже по ходу дела я поняла, что в основном я черпаю вот это вдохновение из своего детства. Оно у меня очень богато именно как раз-таки татарской культурой, татарскими традициями. И как-то это получилось само собой. Вначале я не рассказывала, откуда, например, эти вдохновения, но так интересно получилось даже. Стилист или там фотограф, которые брали у меня на первом этапе одежду, они считывали это как-то и создавали, получается, фотосессии с таким уклоном. Юбка у меня была такая, вот она у нас тоже есть, Люси. Она изначально, ну, я вдохновлялась, например, Суанаса для меня вот эта вот ткань, плюс вот это Балай Текле низ. Он для меня вот это про Суанаса был. Мама у меня училась здесь, и потом по направлению в те 90-е годы ее отправили, получается, в Ульяновск. И вот эта тоска, наверное, по родным краям приводила каждый раз ее к тому, что она создала кружок, в который мы ходили, да, с сестренкой. Причем она у меня закончила здесь мехмат КФУ, а там она была учителем татарского языка. То есть вот так вот. Настолько ей вот хотелось быть сопричастной с культурой. Ну и потом был уже кружок. Мы, то есть, проводили различные праздники, как Наурuz, Казимасы, и вот эти вот все традиции мы, получается, проигрывали. Мам, я не знаю даже сейчас, вот откуда она все эти костюмы находила, но у нас аутентичные костюмы, такими прям с вышивкой были, очень такие, я сейчас вот пересматриваю видео, так интересно. И сейчас мне очень гордо проявлять вот эту вот татарскую, наверное, идентичность и ее переосмысливать в другом формате. Мы сейчас в целом все одинаковые, наверное, да, и мне хотелось, чтобы мы знали, кто мы есть, и максимально старались не утрачивать, самое близкое мне и что я умею, это вот визуальный какой-то код, да, это с одеждой в первую очередь. Очень. Ну, то есть это вообще посыл, наверное, бренда, чтобы не на праздник только ты одел это изделие, а именно мог носить в повседневности, и тебе хотелось это делать, потому что это актуально, но при всем при этом с идентичностью какой-то. И не только для татар, а в целом, наверное, вот про локализацию и уважение традиций других народов. Нет разделения. Нет, да, мы максимально, да. Нет, да, у нас мы даже используем вот это часто, точнее не часто, а мы стараемся это показать как на мужчинах, так и на женщинах. Но, конечно, есть какие-то... Ну, мне вообще есть... Я беру, очень часто использую крой мужской. Например, бомбер у нас, да, вот этот вот запах как раз на... получается, на левую сторону, да, довольно-таки традиционный если мы посмотрим вот эти фотографии, мужчины часто одевались вот в этом. К орнаменту у меня изначально было такое предвзятое отношение. Почему? Потому что его много стало, его немножечко сделали таким сувенирным, каким-то вот таким зашоренным немножечко. Это грань тонкая, вот. Да. И здесь вот я боялась опять этой тематики касаться, но пока как будто вот это более понятно для нашего потребителя. Мне кажется, это как считывать поле, наверное, да, вот как-то бывает, да, тенденции какие-то происходят.
И вот эта вот стеклянность какая-то, да, такое хрупкое что-то. И вот как раз-таки вот эта символичность, да, на органзе сделать орнамент, это вот что-то хрупкое, что-то вот на тонком. В целом, да, наверное, даже так. Это вот какое-то вот просто, я говорю, какое-то чувствование, просто я визуал это переношу, вот и все. Для меня фартук в первую очередь, это да, это какая-то вот многослойность про вот это вот. И это как раз то, что мы сейчас можем накинуть на обычную рубашку или на обычный топ, да, и ты уже немножечко вот эту идентичность свою привнес, не сильно нарушая там какие-то балансы визуала своего образа. Вот. Но максимально я, если честно, стараюсь думать про повседневность, чтобы это было актуально в текущей реалии, чтобы сильно не уводила образ сильно в этнику. Мне кажется, для многих это тоже такой пугающий, наверное, момент. Не все же носят у нас там бохо, там какой-то стиль, да. Мы максимально стараемся рассказывать у нас и в соцсетях, и на сайте. У нас есть представительство в Москве, они вот прям очень любят узнать, про что орнаментальность, да, у нас. Но у нас у татар довольно-таки все просто, растительный орнамент. Так, ну, мне кажется, у нас, например, в Татарстане есть привыкание к орнаментальности, да, ну, то есть они считывают это автоматически, что это вот, это да, это татарский, вот и все. Поэтому не возникает, мне кажется, каких-то вопросов. Понятное дело, мы создаем здесь у локальных производств, локальные, получается, у нас конструктора, но ткани, например, мы привозные, да, итальянские вот используем, французские, но сама работа довольно-таки дорого стоит, если мы сравним с тем же Китаем, который массово это делает. И это не то же самое, что мы сделаем у локальных производителей, да, каких-то, и на маленькие партии. Это вообще не один и тот же ценник. Ну и, соответственно, ввиду этого, то есть большая себестоимость у изделий, получается, который я вот пока никак не могу вот решить даже сама. Я тоже хотела бы снизить стоимость немножечко, но пока не могу найти ходов-выходов, чтобы это сделать. Как пример, да, у нас есть бомбер-орнамент, да, он вышит полностью ручная работа, вышит ковровой вышивкой, да, мастера на это тратили уйму времени, чтобы вот воссоздать по моим эскизам, и даже сама разработка, сколько нам времени стоило, да, чтобы мы довели это дома, мастера так никогда этого не делали наши, то есть это идея, на которую согласились, слава богу, вообще согласились и вот реализовали этот проект. Я им за это уже благодарна, потому что все равно не каждый готов рисковать, и, конечно, хочется им хорошо оплатить за их работу. Также у нас очень много с казанским швом. Этот казанский шов уникальный, технологии вообще нигде в мире ее не существует, только у нас в Татарстане казанский шов есть. И тоже, да, это ручная работа, очень кропотливая, уникальная, и мне очень было важно сплетать ее в одежду, чтобы было какое-то понимание, насколько это действительно классное изделие. Ну и опять же здесь за такие работы всегда. И плюс еще кожа должна быть очень хорошая, чтобы создать дальнюю вышивку. Ну вот эта совокупность работы плюс материалов, он тоже, да, свой ценник создает. Я, если честно, никаких связей не было, у меня все равно, я немножечко далека от этой индустрии была изначально, и просто каким-то методом тыка, и, если честно, я просто звонила, всем писала и ходила, и предлагала свои какие-то, да, изделия взять. То есть все очень банально. В Москве, например, тоже просто заходила в шоурум, потому что я пыталась вписываться
там через соцсети или как-то не особо рабочая схема, все-таки личный контакт, он лучше, да, даже просто то, что я пришла в магазин и спросила там, спросила, какие у них условия, это уже как возможность. Однозначно было бы здорово, да, потому что наши фотографы, они очень классно развиваются, очень много востребованных из Казани тех же самых, да, ребят. Уезжают отсюда? Уезжают, но работают здесь в том числе. И вот как раз-таки их опыт именно коммуникации с российскими брендами или даже европейскими брендами, она очень взрастила бы и нас как брендов, да, как что можно делать, да, и вот это качество, наверное, и контент-съемок, да, или там просто съемок, чтобы было больше вот это качественного материала. Мне кажется, вот у нас пока в Татарстане такой некий есть провал. Но если мы говорим, например, о крупных локальных брендах, которые на всю Россию известны, там те же самые Святая, Nude Story, да, их вот этот вот опыт очень классный. Вот хотелось бы, наверное, да, вот перенимать, учиться и работать, наверное, с этим. Я считаю, что мы все работаем пока в общем для общего дела. То есть каждый, кто создает какой-то с татарским культурным кодом одежду, то это уже большой вклад, наверное, в развитие, популяризацию, и каждый, наверное, тот же самый СМИ. Да, вот. Мы все, кто работаем в этой индустрии, мы уже пока точно не конкуренты, мы больше, наверное, двигаемся просто в разных направлениях, наверное, стилистических, да, но в целом мы шиты одним делом.